Национальная самобытность любого народа проявляется не только в духовной культуре, особенностях менталитета, но и в традиционной пище. Национальная кухня – это настоящее достояние народа, в определенной мере отражающее его отношение к жизни, его философию. Ведь приготовление и прием пищи, как правило, представляют собой целый ритуал, а отдельные традиционные обряды предполагают приготовление специальных блюд, которым зачастую придается сакральный смысл. Кулинарные традиции абазин впитали в себя всю палитру национальной самобытности. Мясные блюда, сытные десерты и вкусные напитки всегда присутствуют на праздничном столе. Изысканный вкус, сытность блюд и особенный этикет отличают абазинское застолье. Еще в 1880 году в книге «Холодный Кавказ» англичанин Флоренс Граве писал, что высокий рост, наличие силы, грациозности, эластичности походки жителей Северного Кавказа выдают здоровый, хорошо развитый организм. Чистота окружающей природы и употребление преимущественно мясной пищи стали причиной стройности кавказцев, придающей ей особую красоту. Традиция культивировала образ сильных, грациозных, подвижных, выносливых мужчин и женщин, а сладкая пища способствует полноте и дает лишние калории. Однако под сладостями на Кавказе традиционно принято понимать блюда, которые по своим полезным свойствам не уступают пищевым добавкам. Сладкая пища имела и магическое значение сладости к добру, миру, сладкой жизни. Сладкие мучные блюда к счастью, многодетности, изобилию. У каждого народа кухня определяется традиционными предпочтениями в еде. Это относится и к сладким блюдам. Например, у абазин популярен десерт кальтама – капрон, как называют его в быту. В отличие от чаш, пирожков с сыром, кальтама готовится только по радостным случаям, таким как надылра – свадьба, айгуабара – знакомство сватов, гаралаца – первое укладывание новорожденного в люльку, галаргук – праздник первого шага и другие. Альтамакаа готовится у нас в основном на праздничные мероприятия. Для его приготовления нам нужны яйца, мука, сахар и подсолнечное масло для жарки. Для приготовления теста берем яйца. Немного сахара. И добавляется мука. Вымешивается крутое тесто, которое отстаивается минут 5-10. На айгуабара для родителей невесты готовились несколько штук, которые поливались медовым сиропом со словами «Хайгуара урахад, рзгали баракятта, азгада рахшардата шардали накт».
Приготовлению сладкого десерта в предсвадебный день придавали сакральное значение, так как это была первая сладкая пища, которая передавалась вместе с ритуальной сладкой мучной халвой новоиспеченным сватам. Колоритный, популярный десерт востребован и в наши дни, и одна из причин такой стойкости – сохранение традиционного приготовления, являющего собой увлекательный процесс, а не просто следование рецепту.